Привет всем. Так начинается дорога во Владивосток, ну или в другой какой город России, аэропорт. Далее постараюсь рассказать. Это первый мой, как говорится, первое такое полное видео. Где-то буду заговариваться. Ну ничего, кому интересно, посмотрим. Идем на выход все. Время 4 часа утра. Сейчас меня будут встречать. Молоко вкуснее вдвойне, когда тебя встречают на крутом микроавтобусе. День второй. Так, очень много времени уделил на поиски автомобиля. Искал. В цене, конечно же, хотелось бы, чтобы все устроило. Но нашел. В итоге не в Хабаровске, не в Приморском крае, а в Хабаровске. RAV4. Вот сейчас беру билеты. Сейчас время у нас 10:40 утра. Беру билеты на самолет, вечером вылетаю. Посмотрим, что там получится. Приехал я во Владивосток, в этот аэропорт. Привезли меня. Спасибо людям добрым. Сейчас поеду в Хабаровск, полечу. Там аэропорт. Вот стоянка. Тут народу всегда много днем. Вечером половины, наверное, нету машин. Хотите вон такси, там приусы в основном, микроавтобусы приезжают. Все хорошо. Так, я прибыл в город Хабаровск, аэропорт. Плюс 6 градусов тепла, ветер. Вот сейчас поеду смотреть машину. С человеком договорился. Он меня там вроде бы ожидает. Я надеюсь, как говорится, надежда никогда не умирает. Всем здравствуйте. На дворе март. Время 8 вечера. Я люблю ночью покупать машины. Почему-то так получается. Вот она. Машина. 2017 год. 25 тысяч пробег. Литье, резина. Зимняя на шипах и летняя там еще в машине загрузил. Тоже на литье. Вот. Черный цвет. Хотел белого, но так получилось, что черный пришлось взять. Так, что там у нас в салоне творится? Ну, как обычно, все тут не зачухано, ничего, все нормально. Один хозяин ездил. Вот резина у меня лежит. Это сейчас я потом уберу немножко. Полка сюда положил пока. Это все почистится, помоется потом. Ну, все проверил. Все проверил. Единственное, так, дверь задняя менялась. Но она новая, все покрашено. Машина зашублена. Так, что еще там у нас? Накладки порогов. ВИН номер здесь вот проверил. Все хорошо. На ключе сигнализация, музыка играет. Табло. Автозатемнение зеркал. Руль обшили здесь. Там получается кожа еще родная. И здесь просто сверху обшили, чтобы кожа не изнашивалась. Вот. Ну вот дальше буду писать, как я еду. Постараюсь первый раз заснять, как что. Ничего-то я сегодня не захотел ночевать в Хабаровске. Думаю, что я буду здесь тусоваться. Поеду. Кафе у Коляна. Там очень вкусно кормят. Я уже сколько не ел-то. С утра не ел почти что.
Короче, заехал тут, купил продуктов, как обычно, на дорогу и гостинцев домой. Машину сфотографировал. Люблю вот в этот магазин заезжать. Тут все есть. Я не про белый кролик, а про Самбери. Сейчас там уже, конечно, закрыто, но он работает. Круглосуточно, по-моему. Все, время уже 22:30, я в дорогу, в путь. Подъезжаю к мосту. Сейчас будет пост ДПС. Плохо, что, конечно, не днем еду. Днем здесь вообще вид изумительный. Но как есть. У меня, кстати, получается всегда проезжать мост вечером. Ну так у меня заведено, что ли. Кто-то любит утром проезжать, кто-то вечером. У меня вот пост ДПС. У меня по традиции вечером. 10-11 примерно. Знак 60. Вот. Кто-то, может, смотрел видосы там блогеров. Вот там мост, музей. Еще где-то вот был там. Вот мост. Секция моста. И там паровозы какие-то стоят. Я вообще хотел бы туда, конечно, сходить. Что-то никак все не получается. Все суета какая-то вот. Красиво, конечно. Дальше все уже, освещения не будет. Дальше заправки. И на Биробиджане остановлюсь. Здесь мы подъезжаем к кафе Пит-стоп. Получается, возле Биробиджана, по правой стороне, если ехать с Хабаровска. Здесь раньше заправка была, сейчас не знаю, работает, нет. Нет, не работает. Здесь вот перегонщики останавливаются, автовозы, фуры. Дальше будет уже у Коляна кафе, я там всегда останавливаюсь. Вот я спустился по дороге. Вот кафе у Коляна. Кормят вкусно, недорого. Кто любит борщ, то вам сюда. Здесь очень много всяких автомобилей, фуры. Все забито, все забито. Военные стоят. Все забито. Я не знаю, где тут сейчас буду парковаться. Надеюсь, найду какое-нибудь место. Здесь шиномонтаж есть. Ребята помогут, если надо. Так, ну вот она, у Коляна. Всем доброй ночи. В общем, я сплю всегда по возможности, ну, может быть, на заднем сиденье. У меня нет ни подушек. Матрасы я с собой не беру надувные. Зимой пуховик подстилаю. Сейчас что-то нечего. У меня бутылку, что ли, 1,5-литровую постелить. Ну, вроде бы нормально. Сейчас время 2 часа ночи. Ну, кто как, кто снимает гостиницу. Люди, вот кто в фурах спит. Кто как может, тот так и спит. Доброго утра. Время 9. Я сегодня просто поздно уснул. Поспать решил. Я в отпуске, поэтому никуда не тороплюсь. Еду в удовольствие. Нормально. Вроде как поспал. Первый час засыпал так себе. Организовал подушку. Вот. Куртка там, джинсы, короче. Нормально стало. Ой, сейчас, короче, броюсь, моюсь, и это, завтрак генеральский, и дальше поехали. Небольшой обзор после небольшого пробега, как говорится.
Вот резина с литьем такая вот стоит. Машина отполирована была. Понятно, что там где-то что-то будет, какие-то царапины. Ну, лично я зимой редко когда чем-то накрываю, потому что негде, холодно. Не то, что накрываю там изолентой, еще что-то, но я этим поролоном я не делаю. Никогда не делал, не знаю. Может, на дальники там Новосибирск надо это делать. Я бы делал, не знаю. Сейчас об этом не буду говорить. Вот, иду я завтракать. Здесь вот у нас прачечная, там туалет, 10 рублей. Можно оплатить, зайти. Нормальный туалет. Сейчас в кафешечку зайду, кушаю. Вкусняшки. 395 рублей. Что, обед у нас картофельное пюре с этим, с отбивной. Новинка, сыр. Кофе, борща не было, короче. С утра, видимо, некогда было людям приготовить. Ладно, Колян, все, поехал. Вон наши якутские товарищи едут с запчастями. Доставка. Все хорошо. Мы собираемся в путь. На данный момент расход 11 литров на 100. Это я ночь стоял, сейчас будет падать расход. Ночь не выключал машину. Вот, сейчас едем. Ехал. Трасса хорошая. Практически она всегда была здесь. Биробиджан, Амурская область. Везде хорошая дорога. Пока вроде как нигде ничего не ремонтируют. А уже после Невера уже будут там в сторону Якутска нюансы будут. Потом покажу. Будукан. Здесь, насколько мне не изменяет склероз, тюрьма. Не знаю какого режима, но она есть. Заезжаем. Военные ездят тут, части где-то поблизости. Вон она, тюрьма. Слава КПСС. Это еще советских построек здание. Кто хочет чай, кофе, шаурма, вот тут все есть. Так вот все здесь организовано. Вот интересный автотранспорт это иногда появляется на дорогах. Хотелось давно заснять. Так-то периодически на телефон снимаю, но нынче что-то решил вот попросить у друзей GoPro. Посмотрю, что получится вообще. Первый раз снимаю. Так что не судите строго. Автовозик едет, наверху премиум, внизу Марк, скорее всего, или с рук у кого-то купленный, или конструктор, другого не дано. Прицеп не вижу, 70 или 98 регион, ну, короче, не суть. Вот так вот едут, их очень много автовозов нынче. Но цены, конечно, на перевоз конские, я вам скажу. Я так видел, вроде как с Владивостока до Москвы 150-180, вот такие цены. Но, естественно, у кого-то времени нету, желания нету, кто-то не знает, как ехать. Ну, нюансов очень много, поэтому на вкус и цвет товарищей нет. Кто хочет, едет, кто не хочет, заказывает, ждет автовоз. Там какие сроки, я не знаю. Ну, а также, по слухам, якобы там 3 недели. Может чуть быстрее, может чуть дольше. Это поселок Ландако. Раньше там дорога была вот через поселок.
туда федералки не было. Там какой-то завод, я не знаю, то ли цементный, то ли что, работает круглосуточно, вон, видите, там. То ли какой-то перерабатывающий горный, не знаю, короче, точно не скажу. Вот такой у меня прикид модный. Очкам этим купил на день рождения. В каком году? В 11-м, наверное, или в 10-м. Ну, как бы не очень дешево и, ну, не сказала бы, что дорого. Служат верой и правдой. Они какие-то фирменные. Но это, не знаю, это пластик. Поляризованный. Все видно хорошо. Всегда я их беру в дорогу. Очки надо брать, потому что когда едешь днем, солнце светит в глаза. Сейчас покажу. Так, вон поезд едет. Виды, конечно, очень красивые. А летом все зеленое, вообще красота. Едешь, отдыхаешь. Жара 30 градусов. Выйдешь, постоишь, подышишь. Все отлично. Вообще в дороге себя чувствуешь всегда расслабленно. Я имею в виду, что душой и телом, как говорится, расслабляешься от всех забот, напряжений, там, не знаю, от работы. Кто-то от шахты отдыхает, кто-то от чего, ну, не знаю, там, моряк, кто-то речник встает. Понятно, что бывает работа любимая, но от любимой работы тоже надо немножко отдыхать. Поэтому не теряем бдительность на трассе, помним все правила дорожного движения, не нарушаем и запоминаем, что попадаются также неадекваты, как среди водителей фур, так и водителей малолитражек, микроавтобусов и тому подобное. На заправку подъехал, Теплоозерск. Какой вангардик хороший стоит, блестящий. Вот, все встают согласно очереди. Вот тут свободная колонка, сюда никто против шерсти не лезет. Это для тех, кто, ну, сами понимаете, тот поймет, для кого я это говорю, и какой, ну, кому это обращение мое. У нас так, в общем, принято в Якутии. Вот здесь, вот по трассе, такого я один раз сам также заезжал когда-то. Меня пристыдили, я с тех пор уже так не делаю. Поэтому, господа, учитесь. Все мы когда-то ошибались. Поэтому никого не виню. Может, кто-то просто не знает. Есть везде свои правила. Какие-то там правила пожарной безопасности, ну и тому подобное. Я вот не знаю, кофе зайти, не зайти, купить, не купить. Наверное, куплю. Всегда в дорогу покупаю жвачку. Ну, и так жвачки не жую, в общем-то. Вот что-то пока едешь, там пожуешь, разомнешь челюсти, скажем так. Нормально, мышца нарабатывается. Я вот что хотел сказать по поводу езды. Я вообще люблю ездить один. Ну, не в группе. Это когда начинал я работать, так сказать, перегоном заниматься. Естественно, ничего не знаешь, то на хвосты садишься знакомым, естественно, людям. Они подскажут, ну, только подскажут, ну, может, где-то и помогут. Ну, в общем-то, повезло, когда еще попадались бандиты на дороге. Все у нас получалось, как говорится, проехать. Но сейчас не об этом. Еду один. А когда едешь в колонне, вот обязательно что-то, кто пописить, кто-то там, кто покакать, кто там, я не знаю, в носу поковыряться. Кто-то, может, не согласен со мной, но у меня такая точка зрения. Кому-то там что-то еще надо, ну, например, колесо, там, ну, времени. А если ты торопишься, то вообще... А не бросишь же людей, правильно, в дороге. Поэтому как-то так.
если уж вы так пришло, что вы едете в колонне, то будьте любезны уже уважать друг друга, так скажем, помогать в дороге. Один раз у меня на Улу 2 колеса стрельнуло. Я с сыном ехал. У меня все, был инструмент, но там отверстие было очень такое хорошее, что даже эти шнурки кое-как. Я их там налепил, до Якутска доехал потихонечку. Потом пришлось варить это колесо, латку ставить. Ну все нормально там, не такая уж и страшная латка, практически незаметно было. Денег я отдал за колесо за это, что-то рубля 3, по-моему, что ли, за все ремонты. Как-то так. О, я сначала думал, то ли этот, как он, Аурис, то ли что. Оказывается, это старлетка. Года 90, наверное, 6-го, я не знаю там какого. 95-го. Летит она, разгоняясь до 140. Ну, видимо, в хорошем состоянии. Молодец. Подъезжаем, вернее, въезжаем в Амурскую область. Такая вывеска здесь. Мост. Архаринский район. Здесь время уже на час меньше, чем во Владивостоке. Погода -2. Жара, короче, тепло. Здесь у меня залита омывайка. Это хозяин залил машины. Я ничего не делал. Хотел купить автоодеяло. Думаю, что уже тепло, наверное, скорее всего. Было бы там у нас 40, я бы 100% купил что-нибудь. А так смысла нет. Паровозик едет вон. Хотелось бы рассказать о скорости потока автотранспортных средств. Видите, едет автовоз, у него средняя скорость там, ну я не знаю, там 70-80, может, ну побольше. Я еду чуть побыстрее. В общем, получается, что средняя скорость по больнице, средняя температура по больнице у нас 23 градуса. Вот тут то же самое по трассе. Гони, не гони, лети, не лети. Все едут практически вместе. Наши друзья-партнеры по перегону, по счастью, скажем так. Вот так вот. Вот я вам показывал вот этот Марк и Корона. Ну не Корона, премиум. Вот они едут. Просто у них, я не знаю, они может это просто едят там у себя в кабине, я не знаю, не останавливаются, что ли, кофе не пьют. Ну я не знаю, короче. В итоге мы все едем вместе. Так что как-то вот так. Вот так нынче сейчас крошат лес. Раньше его собирали, возили, а сейчас вот такие специальные аппараты есть, которые перемалывают вот это все ветки. Дешевле и ехать никуда не надо. Подъезжаем к Новобурейскому. Бурейская ГЭС. Сейчас будет мост там в правой стороне. Там будет Стелла, Москва, Владивосток. И далее пост ГАИ. Сейчас далее поснимаем. Вот она, река Бурея. Там вот Бурейская ГЭС. Вот она. Что-то она обмелела сейчас зимой, что ли. Ну а что-то мелковатенькая. Все работает. Зимой тут она вроде как не это, никогда не замерзает. Тут туман всегда при низкой температуре. Вот он, Стелла. Подъезжаем. Так все это выглядит. Как говорится, грех не остановиться. Сейчас я остановлюсь на минутку, дальше поеду. Далее за постом ГАИ у нас имеется заправка ННК. Я на ней заправляюсь всегда. Кафе, гостиница. Здесь ни разу не ночевал. По гостиницам не очень.
как говорится, не любитель. Экономист называется. Ну вот так вот. Идем на... Да. Туда прямо идем. Я уже забыл, что там дальше. Гащенко, Шимановск, Свободный. Ну, туда, короче. Хотел потом рассказать, но, видимо, сейчас расскажу. В общем, никогда так не делайте. Люди едут, прижимаются впереди идущему. Грузовик, там, не знаю, автобус, автовоз. И потом начинается вот это вот. Притормозил, приподгазовал, там, вдруг там у него, например, колесо стрельнет у этого, или камни посыпятся, вон у него целый кузов этих камешек, гравия. И вообще, чем люди думают, я даже не знаю. Я, например, вот ближе, чем вот сейчас, вот я так не подъезжаю. Я лучше подожду немного, потом на обгон пойду и немножко газку прибавлю и обгоню его. Никогда не приближаясь на недопустимое расстояние. Это чревато многими факторами. Я уже не знаю, какие они. Приближение, там затормозил, колесо у него выстрелило, там, я не знаю, специально может притормозить. Бывает и такое, наверное. Так что внимательней, учитесь не на своих ошибках, а на чужих. Так, мы сейчас подъезжаем в Белогорск. Я заправился. Не стал там снимать. Заправка. 52 с чем-то бензин, 95-й. Надо будет сейчас мне заехать в один магазин, кое-что взять, запчасть одну. Так, вот эти товарищи меня уже обгоняли тоже. Потом я их обогнал, сейчас они там где-нибудь пересечемся опять. Я их обгоню, потом они меня. Вот так и будем весь день, короче, играть до самого вечера. Они, скорее всего, туда поедут дальше, но в сторону Читы, а я-то в сторону Якутска поеду. Вот поворот, короче, налево. Вот Роснефть. Я там никогда не заправляюсь, потому что там постоянно фуры, все закрывают, не проехать, короче. Вообще не один раз, по-моему, за 10 лет заправлялся. Ну, как только свернул с трассы, с федеральной, все, дорога у нас примерно как в городе Якутске стала. Такие же все дороги. Латка на латке, трясет сразу. Как-то так. Снега уже мало. Температура -2. Расход 10 литров в средний. Так вот живут люди здесь. Это село Васильевка, скорее всего, называется. Дома разные. Где-то есть хорошие дома, прям строения. Вот есть развалившийся дом какой-то. Так-то интересно, заезжаешь в незнакомые селения, какие-то постройки, смотришь, как люди вообще обитают. Вон шпалы наложили. Трактир. Обеды. Дальше дорога, как в Калининградской области, прям деревья возле дороги. Интересно так. Прям большие такие, старые, видно, деревья. Так, свернул я, короче, в ту авторазборку, кому надо, Белореченск. Здесь вот есть авторазборка. Проверим, что там есть. Что-то я подустал. Ждал, сказали подготовить заранее. За час позвонил. В итоге искали полчаса. И оказалось, что той именно запчасти, которую я хотел, нету. Почему они не удалили ее с базы, я так и не понял. Обычно все раз продали запчасть какую-то, ну удаляют ее. Например, я ее, если сохранил, кто-то купил ее, я ее просто из избранного удаляю. И все. А тут приехал. Ну ладно, что. Бывает. Они эти переключатели редкие. И поэтому пришлось сюда вот именно заехать.
А так вроде как это нормальный офис у них, тут все, запчасти продают, покупают люди, масла меняют. Так что, если кто по трассе поедет, кому надо будет, тут все масла есть, все меняют. Пожалуйста, запчасти, контрактные, все. Вот это у них авторынок тут. Вот это, да, машины свежие. Состояние вроде издалека так нормально. Вообще удивился, ничего себе. Село какое-то, ну просто. И тут это авторынок. Так, ну вот там Белогорск. Мы его проезжаем стороной. Вот эти вот деревья, ну ели, елки вот эти. С каждым годом все выше и выше. Пожары были когда-то. Их высадили, они вот уже большие. Помню, они маленькие были еще. Лет давно уже. Такой я древний. Внимание, подъезжаем к мосту через реку Зея. Вон он. Где вышки белые, красные. Да, мы сейчас едем. Кстати, вот это кафе, я там ни разу не обедал. Вообще работает оно, не работает, я даже не знаю. Что-то ни разу машин-то не... Вот одна машина стоит какая-то. Скажите кто-нибудь, ел там кто-нибудь или не ел? Постоянно закрыто. Не знаю даже. Вот она Зея. Довольно-таки так широкая река. Сразу за рекой заправка ННК 95-й 52-47, второй 49-49. Я пятом заправляюсь. А мне сейчас сюда вот столовку поем. Там дальше транзит есть, но там что-то мне не понравилось. Я когда в сентябре там был, что-то мух столько летает, там вообще невозможно. Что-то не очень. И разбитая эта посуда какая-то со сколами. Может, мне так попалось, ну не знаю. Вот сюда я заворачиваю, там столовая есть. Там я всегда ем. Экстренное включение. Да не, ничего плохого. Да просто заметил при свете дня. Мойщики как у нас моют. Ну не только в Якутске, но вообще моют. Здесь вот все грязище, все летит в салон. Соответственно, я уже не первый раз замечаю. У нас так моют, везде как моют. Поэтому я стараюсь на мойке не заезжать. Вот. Мою сам. У кого нет возможности, тогда контролировать нужно. Вот как-то так, короче. Вот сейчас все поели, никого нету. Ну что-то, если честно, вот как-то вот эта столовка, что-то с каждым полугодием все как-то слабее и слабее тут у них с питанием. Видимо, продуктов нету, что или что, дефицит. Будем искать что-нибудь другое тогда. Нынче хотел здесь купить мед, иван-чай, шиповник, что-то. И решил купить, не доезжая до сюда, короче. Ну, в следующий раз. Вон сейчас со Свободного выехали новые эти фавы или шахманы. Там точно я не знаю. Сейчас буду догонять их, обгонять. Сколько? Раз, два, три, 5 штук. Ну давайте, пацаны, парни, блесните своим профессионализмом. А, там встречка идет. Интересно, пропустят они меня между собой, нет? Я думаю, что пропустят, что нет-то. Давай проверим. А, место есть, нормально. Вот так называемые перекончики вот вклиниваются прям в ряд. Лобовой идет грузовик. Но я не знаю, это, наверное, на Сибирь едут. Какие-то отмороженные ребята, непонятные. Может не на Сибирь, может на крайний север. Да, не суть. Отмороженные ребята, я таких называю. Ужаленные.
Поворотки ничего не включает, как летели, на лобовое выходит. Не будьте, ребята, такими. Таких нужно пропускать. Пусть едут. А вот интересно, спереди машина едет в Окси. Она, получается, на сцепке. На твердой сцепке там, значит, щит у него. И впереди ведущий. А вот эта машина, она ведомая. Там никого нет внутри. Это экономия, получается, на проезде. Бензин, денег. Чтобы 2 раза не ездить туда-сюда. Люди приспособились, вот так вот гоняют. Молодцы, что? Щит не дает камням попасть в этот, там, на бампера, крылья. По-моему, там бампера снимают. Некоторые снимают, некоторые нет. Не знаю, точно не скажу. А вон летят наши партнеры по дороге. Бойтесь их, ребята, бояться надо вот этих вот гонщиков. На гравии, на поворотах не останавливая, летят как угорелые, торопятся сдать машину там клиенту или кому, по бездорожью летят, даже не притормаживая. Вот они опять проехали. Я таких пропускаю, притормаживаю, пусть едут от греха подальше, как говорится. Это развилка на Шимановск. Пару раз заезжал в жизни в Шимановск. Ничего говорить не буду. Ладно. Вот так вот. Дальше едем. Время 16 часов. Ну вот еще Карифан тоже на сцепке едет. А вот и Магдагачинский район. Так, Магдагачи, потом Гунжа, потом Калтан и Невер. Видно, не видно? 92-й 5038, 95-й 5333, ДТ 6388. Магдагачи скоро. Мы все никак не доедем до Магдагачи. В общем, покрытие асфальтовое до Магдагачи, как стиральная доска, трясет. Трясучка я ее называю. Ну, когда-то тут было вообще печальненько все. Сейчас надо просто перетерпеть, аккуратненько ехать, в ямки не попасть, потому что могут попасться ямки, и можно колесо потерять. Пока такого не было, ямок я не видел, может быть чуть дальше, потому что дорога меняется каждый месяц. То дыры какие-нибудь, то что-то латают непонятное. Еще интересно, вот какие-то планеты на небе параллельно стоят. Давно уже, причем, я заметил, недели 2, наверное, точно. Интересно так. Что интересно.
Интересно, что за планета? Время 7 часов 12 минут вечера. Это какая-то корейская машина, наверное. Но это не точно. Да, это был кореец. Он остался немножко позади. А интересно, все, кто гнал днем, они сейчас притормаживают, потому что у них же машины-то низкие. И поэтому как бы боятся, ну, колесо пробить и тому подобное. А у меня машина-то позволяет. В итоге все мы едем, скорость по больнице у всех одинаковая. Это тоже кореец. А, это Honda, по-моему. Что-то не вижу. Тут небольшая финальная точка нашего небольшого путешествия. Это Невер. Что-то на этом стоял на заправке долго, что-то взял кофе. ННК нравится мне кофе здесь брать. Вот. Что и хотелось доказать. Вот все, кто меня обгонял, кого я обгонял, все идем одинаково. Короче, вот они все. А время 8 часов 26 минут. Сейчас попью пирожочек. И поехал дальше. До Тынды надо доехать сегодня. В общем, тут на Невере заправка, гостиница «Уют», тут все ночуют. Я там не ночую никогда, вообще ни разу. Один раз, по-моему, мы там кушали с сыном лет когда 5 назад. Ну что-то мне не очень, если что. Поэтому я купил пирожки и поел. Ну, не здесь, конечно. И кофе выпил. Поехали дальше. Ну вот и легендарная развилка. На Тынду пошла, на Якутск дорога. Прямо на Иркутск, на Читу. Нам направо. Я вот сколько видео смотрел, никто не показывает, как вот эта развилка, как вот они поворачивают. Все останавливаются там на стеле и все, а здесь никто ничего. Вон там Невер в ту сторону пошел. Развилка большая. Все идут туда, в сторону Читы, а в сторону Якутии, Тынды никто. Мало, короче. Вон туда, на Невер дорога. Вот эти две дырки. Все. Едем до дома. Внимание, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Сейчас Соловьевск 40 километров. Асфальт хороший, все хорошо. Спускаемся к Соловьевску. Надо будет сейчас через сам центр к Соловьевску проехать. И на подъем, и дорога на Тынду уже начнется. Знак 40. Надо соблюдать скоростной режим. Там где-то камера стоит. Вообще Соловьевск тут занимается золотодобычей. Ну и еще, наверное, чем-то там. В наших северных районах олово есть очень много. Насчет Соловьевска я не знаю, надо читать. Знаю, что здесь золото конкретно. Если карту Google посмотреть, там все перерыто, все реки. Ну, видимо, значит, это что-то есть, добывается. Вот Соловьевск. Летом-то, конечно, повеселее. В Приморском крае была весна, тут зима, что-то минус 12. Храм красиво подсвечен. Это центряк Соловьевска. Это музей тут был. Автомобиль стоит старый. Вон он, трактор. Там что-то еще, я даже не знаю, что там. Клуб какой-то. Люди ходят. Сегодня 7, завтра 8 марта. Праздник. Но все остальные знали.
Соловьевск преображается потихоньку. Юношей, которые жили в домах на стреме. Это здание новое какое-то. Ведрами для воды. Из одного пили и увидел следы. Подъезжая к Тынде, время 22:35, минус 21. Шиномонтажка здесь раньше бензоколонка была. Дорога. Но плотная шапка смягчила удар. Лыс снова замахнулся. Доброе утро. 6:37, 8 марта. Тында, заправка. Фуры стоят, ночуют. Я проснулся. Вот. Альфард. Все, поехал я, короче. Сейчас я выпью такого вот лимончика, витаминчик, взбодрюсь немножко, поеду до Хатыми, там поем. Поспал вроде так нормально, никто не мешал, ничего. Ездил тут один какой-то гонщик супер, туда-сюда, туда-сюда. Так, все нормально. Так, на подъеме тут всегда на подъемах у нас насыпаны кучки щебнем, потому что когда идет снег или какое-то обледенение, это помогает дальнобойщикам подсыпать под колеса и подниматься вверх на гору, на какие-то крутые по крутой местности. Как-то так. Приближаемся к границе Амурской Республики Саха. Вот Стелла. Республика Саха. Я выходить что-то не хочу, холодно что-то на улице. Тут вообще все поменялось по-другому. Тут все сломали. Что-то одно время было расстреляно этими ружьями все. Чароны стоят. Она. Фа-фа-фа. Все, Республика Саха. Вы дома. И в итоге из дома уехал я. За исключением Памелы Густавсон. В моей прошлой жизни партнеров у меня не было. Зато был бухгалтер. Это первый населенный пункт Нагорный. Здесь раньше обслуживались транспортные средства советские. Все-таки дорога была, как говорится, дорога жизни. Все разваленное, никто не живет. Это боксы. Несколько лет назад, кстати, там что-то уже вроде как было. Сейчас уже все. Магазин был когда-то. Все закрыто. Едем дальше. Это Иенгра. Венкийский поселок, если мне не изменяет склероз. Мост, короче, вот отремонтированный. Такие виды здесь. Красиво, конечно. Мост уже починили. Такой вид. Каток, что ли, там? Каток для детей сделали. Сейчас кафешечка будет. Вот она, домашняя кухня. Вот, в принципе, я тут один раз ел, там мясо хорошее, бузы. Кто хочет, может в следующий раз остановиться. Сейчас я пока ничего не хочу. Я пирожок съел. Следующее будет перкакит. Долгожданный город Нерюнгри. Это Нерюнгринская ГРЭС. Один блок работает. Нерюнгри, въезд налево. Вот машина пошла. Здесь раньше была заправка.
Его, видимо, реконструируют. Что-то будет там супер-мега заправка. Все, поехали на Чульман. Я теперь понимаю, почему здесь бьются очень часто народ. Прям на встречку перед машиной выходят и очень смелые товарищи, скажем так. Частенько тут бьются на этой трассе между Чульманом и Нерюнгри. Столовая, кстати, зайти, не зайти, что-то я не знаю, наверное. Пока не хочу я кушать. Вот это Чульман. Чульманская ГРЭС работает, обогревает людей. Вот такой Чульман, небольшой поселок. Раньше дорога такая печальная была, сейчас вроде как подделали. Уголь добывает. Вот такой поселочек. Вот это да! Вот это да! Никто не ожидал, что так получится. Ничего себе! Вот это да! Проезжаю реку проезжаю. Да, проезжаю реку через Чульман. Мост, ЖД мост, вон там. Речка Чульман. Местами у нас, конечно, асфальта нет. Тут накатанная, отградированная дорога. Тут немного ее такой. Хатыми, там еще будет асфальт, большой отрезок. Так вот едем. Время 9:59, минус 20. Заправился в Чульмане 95-м, 53-38, что ли, что-то такое. Вот такие виды здесь у нас. Можно сказать, это от Нерюнгри до Хатыми отрезок. Сосенки такие тоненькие. Так вот. Хатыми. Дальше вон виднеется Тит. Проезжать буду его. Там, скорее всего, не снег, сегодня ничего нет, погода хорошая. Кафешка, вот где стоят фуры с правой стороны, туда пойду. Я давно там не завтрак, не обедал. Как говорится, протестирую, надеюсь, это нормально все будет. Потому что как-то раз было у меня. Все, подъезжаем. Потом обскажу, что как. Что села, что ли, батарейка. Так, называется кафе Экспресс придорожное. Очень вкусно все. Борщик, сальцо там. Котлетку взял с пюре. Всегда пюре беру. Дома не часто пюре кушаю. И кофе. Салат. А свекла с майонезиком, с чесночком. Очень вкусно. Естественно, цена выше средней, потому что здесь лес. Тайга, поэтому вкусно все. Так, подъезжаю к Титу. Гора. Осенью проезжал, тут такого не было. Что-то отсыпают, видимо, будут что-то делать. Хорошую дорогу или что. Вот пока так. Там уже перекрыта полоса. Здесь вот так вот трясочка небольшая. Так, объезд какой-то новый для меня. Нет, мост делать будут. Ясно. Большие грузы готовятся к подъему. Цепи нацепляют на колеса. Тут, не знаю, просто стоит. А вообще, тут, если пурга, очень много машин стоит. Гололед, если, то вообще тут все печально. Сегодня вроде, нормально еще.
Вот там легковушка. Так, вот это ТИТ. Сейчас подниматься будем. Высота, по-моему, 1380. Сейчас посмотрим на часах, у меня там есть альтиметр. Вот, пошли на подъем. Ну, на легковой-то нормально. Подъем. Это грузовикам груженным тяжело. А если одновозник, вообще печально. Подъем пошел. Вот он. Так, высота 1400 над уровнем моря. Вот это поворот. Что-то фура там встала поперек. Не знаю, проеду, нет. Вот это вот никогда не тает. Ну, летом, уже к концу лета может быть растаять это все. Так, что тут будет интересно сейчас? Поеду, наверное, поеду. Стащила его просто. Цепляет он кого-то. Сейчас его вытяну по-любому. Не он первый, не он последний. Тут постоянно метет. Ветра постоянно. Еще странно, что снега нет. Собаки какие-то обитают. Лисицу я видел, чернобурку. Так-то раз. Вот так вот и здесь. Выйду. Капец. Забор. Это специальные заборы делают для предотвращения заснеживания дороги. То бишь, когда сильная пурга, метель, этот забор задерживает снег, ну, большую его часть, и он должен оставаться там. Раньше тут был один забор, сейчас второй построили. Ну и тем самым меньше зачищать дорогу, соответственно. Это не только в этом месте, я просто решил заснять для этого, для информации. Такая дорога. Сейчас будет Немныр, заброшенный участок. Там постоянно работают какие-то там, то ли золотари, то ли нефтяники, то ли что. Ну, не суть. В общем, постоянно какие-то лагеря там, базы делают. Сейчас там, я не знаю, есть, то нету. Раньше там были вот эти в советские времена боксы, обслуживали автотранспорт и так далее. Так, ну здесь, да, вновь образовался поселок Вахтовый. Что-то будут опять делать. Линии электропередач, вот эти заброшки. С каждым годом все рушатся. Вот вахта. Наверное, нефтяники какие-то. Газпром. Вон трубы. Наверное. Небольшая зарисовочка. Впереди две фуры едут, надо их обогнать, короче. Что там, видать что-нибудь? Видать. Все видно. Так вот и едем. Хотел показать, там вдалеке горы видать. Что-то мы спустились немножко попозже. Если будет вид хороший, засниму. О, это вот постройка еще каких-то там годов старых. Там зэки жили. Раньше дорога же была такая грунтовка каменистая, грязища.
Там много можно найти видео. Вот еще старая постройка. Короче, строили зэки, жили здесь. То ли ссыльные, то ли что. Ну, более конкретно можно посмотреть в интернете, что пишут. Я читал, но сейчас подзабыл немножко. Так, в принципе, места так, романтические, можно так сказать. Машин мало, знаков минимум. Но хотя все по ГОСТу, все как нужно. Соответственно, асфальт более, такой хороший асфальт. Местами, конечно, грунтовка. Но я всегда, вот когда в Якутию въезжаю, всегда вот эти метели, там дождь какой-то идет, едешь, прям душа радуется, спокойствие. Только внимательно нужно, потому что тоже бывают вот эти все газпромовские товарищи, вахтовики приезжают и начинают исполнять на своих Уралах. Было просто у меня один инцидент, поэтому, может, потом расскажу. Так что внимательней, все по трассе нужно быть. Провалы там, например, едешь, вроде ровный асфальт, раз и прыжок и полетел. Просто асфальт провалился. Так что внимательно, все. Древнее, чем род человеческий, чем чистят. пустыня, и она своей формой проявляется, когда встречаются глазами мужчин. Ничего не видать вообще, капец. Так произошло и сейчас, в этом колодце. Чать свинец в золото. Большой Немыр, тут поживее, все. Он велел мне пробовать. Газовщики тут или кто тут, газовики. Иди и пробуй. Сантьяго притих. Все работает. Только странствует по свету, чтобы услышать. Вахтер работает. И тут вспомнил, что сам отдал своих овец Мельхиседек. Более-менее. Вон человек чистит снег. Привязанный. И начну Привязанный, да. Англичанин ушел, и вскоре появился. Котельная. Все работает. Видно, нет? Боксы. Некоторые разрушены. Тут кафешка есть, Маяк. Я там никогда не ем. Не знаю, там нормально, нет. Ничего сказать не могу. Давай, поворачивай. И вода разлилась. Я буду ждать здесь. Я пересек Здесь. пустыню. Один раз я там лет 15 назад кушал. Сейчас это Тут началась эта война. Сначала не я ем. наем. Оборачиваясь. Виднеются горы. Это значит, что Алдан рядом. Высота 1085. Вот у меня на часах там показывает. На улице 14 мороза, 12 часов дня 8 марта. Гора Алдан. В Алдане снега вообще много всегда бывает. Бывает летом даже идет. Завтра это произойдет. Или в любой другой день. Всякий день годится, чтобы быть прожитым. Или стать последним. Все зависит от слова. А кто? Сантьяго шел молча. В той стороне там Лебединый, горнолыжный курорт. Я там один раз был в 2008 году. Снега было очень много, и народа было никого. Это был январь. Ну так, в принципе, я слышу, что там и тренируются, народ ездит на досках, спускается с вершины. Так что я думаю, можно сюда ездить, кто интересуется лыжами, сноубордами. Вот уже подъезжаю к Алдану. Очень много снега. Ну вот, въехал в Алдан. Заправки тут есть. АЗС, Саханнефтегаз. Там что там? Паритет. Кафешки вот. Я здесь тоже никак, не ем. Ел очень давно, где-то в году в 8-м. Шиномонтажка. Вот, продолжаем. Я через город не поеду, я поеду прямо по федералке. Там перекресток очень коварный на Ленинский, поэтому очень внимательно смотрите за знаками. Не летите. Вот знак
уступите дорогу. Хотя казалось бы, что главное, но вот слушаемся знаков, уступаем. Так, не главное, все, у нас никого нету. Проезжаем. Однажды вот, где вот фура стоит, было ДТП, я чуть не слышу. Не я виноват. Я ехал за тем, в кого врезались, получается так. Это ЖД вокзал Алдан. Маленький. Все, поехали дальше на Куранах. Тут речка Куранах. В общем, все перекопано золотарями за все годы. Сколько они здесь. Дальше идет Нижний Куранах. Вон человек прям на дороге остановился, все хорошо у него. Молодец какой. Побольше бы таких нам хороших водителей. Жутко. Там поселок Нижний Куранах, там золотари бывает. Я вам смотрел на Google карте, там вообще все перекопано. Оглядывали бескрайнюю пустыню. Вот там Куранах пошел, этот перекресток очень опасный, в смысле ДТП. Постоянно тут бьются насмерть. Как получается треугольник, еще километраж такой хороший, 666 километр, вообще жесть. Так что внимательнее. Туманы постоянно бывают. Томот. ЖД вокзал Томота у нас здесь стоит. Сегодня выходной, машин не так много. Сейчас заправлюсь, вон там заправка. Опти. И вперед на Амгу. Улу. Чекаться и Буцк. Уже близко. О, выйти хоть пройти чуть-чуть. Ноги так затекли, спина. Короче, вот. Заправка Опти. 95-й, 54 рубля. Не знаю, сколько в Якутске будет. На улице жара. 11 градусов. Ладно, поехали. Дальше. Интересно вот сейчас наблюдать. Нахожусь в районе Амги, верхней, ну почти, ничего не доехал. И вот сейчас вот смотрю, что-то знакомый образ какой-то едет. Nissan Datsun, еще старенький, такой белый, ну, состояние такое вроде хорошее. Я его еще там видел, возле Хабаровска, ну, за Хабаровском, потом где-то там на дороге тоже несколько раз его встречал. И вот он, оказывается, в Якутске, так полагаю, едет. Очень интересно так. И главное, мы на кафешках нигде не пересекались. Ну, видимо, у нас свои кафешки, где кто останавливается, ночует, там, питается. Так вообще интересно. Я не знаю, он так медленно едет. Я думаю, что вряд ли мы еще там где-то спереди пересечемся уже. То я собираюсь заправляться в Улу. Ну и все. Остановок я больше делать не буду. Кушать я не буду. У меня вон тут зефирка есть. Я вот зефирку поем. Водички запью. И все. Я в Хатыгах что-то как-то поел хорошо, плотненько. На весь день. Вот так вот. Подъезжаем к верхней Амге. Вот мост ЖД. Машин мало. Солнышко светит, погодка шепчет. Минус 11. Машинка едет. Очень хорошо. Проблем не возникает, слава богу. Но я нынче... Это не то чтобы нынче. Я зимой, у меня не получается ничем машину обклеивать, там, потому что нету времени, возможности, помещения. Ну и мне везет. Слава богу, ничего не прилетает. Ни от кого. Ну, если бы была бы возможность, я бы обклеился, наверное. Но как-то так, еще торопишься, и да и не то, чтобы торопишься. Вечером
забираешь машину, когда там уже потемну, в 9 вечера, куда, чего. Уже надо поворот передо мной. Вот железная дорога идет параллельно дороге. Там река Амга. Так, кусок срезали. Раньше было много всего. Идет реконструкция моста через Амгу. Не знаю, насколько быстро они ее сделают этот мост. У нас, как обычно, же все долго делают. Мост. Тут раньше было несколько жилых домов, сейчас не знаю, осталось, нет. Ну, в основном все позакрывалось, я думаю. Одни вахтовики остались. Вот тут раньше была кафешка вот в этом доме. Вот речка. Здесь бывает рыбачат, приезжают люди. Не знаю, зимой рыбачат нет, но летом точно есть. Какая-то техника стоит. Большая. Вон еще дом остался один. Жилой. Походу вот эти все остальные уже все нежилые дома. О, чает. Отцы. Въезжаю в Улу. А там где-то Улу, асфальт, дорога хорошая. Кого как машина позволяет, можете ехать. Вот кафе. Я тут тоже не ем, потому что уже возле дома что есть, пожираться что ли. Сейчас заправка будет. Саханнефтегаз. Там заправлюсь до полного бака. Здесь еще километров 20 асфальт, потом где-то километров 70 или 50 будет грунт, потом асфальт будет. АЗС 95 54 рубля. Пеньки. Видимо, пожары были хорошие когда-то. Вот так вот все. Обрубки. Ну, лес он возьмет свое, конечно, через какой-то промежуток времени. Что, дамы и господа, вот мы подъезжаем к Чикатце. Якутск прямо, Чикатце налево. Тут есть варианты, конечно, но я поеду прямо. Асфальт получше. Асфальт получше, побыстрее. И переправы сейчас нету, через реку поедем. Подъезжаем к Бестяху. На улице 20 градусов мороза. Время 18:00. Скоро буду дома. Заехал в Бестях. Все. Заправки. Бензин есть, все есть. 57,50. Пятый бензин. Площадь Победы. Танк. Ну, центральная вот эта улица вообще не то чтобы никто не чистит. Она и летом-то едешь по стиральной доске. Как бы не очень приятно по ней ехать. Колея. А сейчас он что-то не почистили или что, непонятно. Так, ну прямо пошла на Магадан дорога. Налево на Якутск. Нам, естественно, на Якутск надо. Вот, спуск. Река Лена. Летом-то вообще смотришь, прям большая гладь такая, широкая гладь.
Так вот. Великая река. О, интересно, вон пошли машины, идут по реке уже. Так вот все выглядит у нас. Летом на паромы здесь. Поворот налево был. Ну и дальше тоже можно на паром проехать летом. Едем до конца и по указателю поворачиваем к реке налево. Потом до реки доехали и направо за нашими друзьями. Я не думаю, что сворачивать на какие-то непонятные повороты не стоит. Можно там где-нибудь встрять по жесткой теме. Ну и все. Дальше неинтересно, наверное. Вот река. Сломался тут грузовичок, колеса меняет. Ну вот кто как может, тот так и едет. Надо быть тоже внимательным при перестроении. Ну а с одной стороны, даже мне интересно, вон Якутск живет. Вот встречная полоса, едет машина. Товарищ, он обгоняет нас. Аккуратненько все. Это мы по фарватеру, где тут летом тоже эти баржи, паромчики едут. Примерно движемся на середине реки по фарватеру. Так вот у нас так и живем. Посередине вот висела этот, вывеска город Якутск. Вот город Якутск, мы уже едем по городу Якутску. Все хорошо у нас. Груженные китайцы куда-то с песком едут. Своего песка, видимо, мало, везут откуда-то, понятно откуда. Ну все, переправился, в общем, на берег. Выехал. Скоро тут все начнет таять, грязища будет и уже не проехать. Грузовики. Вот все. Я в Якутске. Я дома.